Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сейчас мы включим разрешить. Включим комнату. Включим комнату на платформе X. Я вас всех приветствую, друзья. Сегодня 22 ноября 2024 года, 19 часов 12 минут по Берлину, центральноевропейскому времени. 20 часов 12 минут по городу Джохару. Наш стрим вещает на YouTube-канале Reality, в TikTok и в X. У нас комната, голосовая комната, куда вы можете зайти. Human Rights Center Ичкерия, это наша платформа там. И сегодняшний стрим называется «Аят Эдигов. Применит ли Россия ядерное оружие?» Платформа открытого диалога, 87-й стрим. Ноябрь 22 2024 года, друзья. Аят еще пока не подключился. Будем ждать его в эфире. И чтобы вы не ждали, я решил начать. Я до него сейчас не дозвонился. Видимо, он, может, разговаривает, может, еще какие-то причины. Но мы будем его ждать. Будем ждать. Ссылки я ему отправил. Он в любой момент может подключиться. А пока я немножко займу сегодняшний наш стрим информацией, которая сообщает нам от Генерального штаба Вооруженных сил, Вооруженных сил Украины. Итак, за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1050 террористов, 1 танк, уничтожен 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, сбит 1 БПЛА, 8 крылатых ракет, 32 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ. Вот такие вот дела. Так, я вас всех, Ховер Маболт. Как дела? Все отлично, спасибо. Как у вас? Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я вас всех приветствую. Наш канал снова подвергается атаке, мощной атаке. Видимо, на нас пишут жалобы, там что-то с нами, какое-то странное происходит. Ну, не может быть, чтобы стримы были по 100 тысяч, по 200 тысяч просмотров, а потом они резко упали там до 10 тысяч. Ну, не бывает такого, чтобы за раз там, еще там по какой-то причине. Всему должно быть объяснение. Мы знаем, что наш канал запрещен на территории фашистской России, так как мы антифашисты. А антифашистов на фашне не любят. Поэтому пишите комментарии и задавайте вопросы. Пока Аяда нет, я постараюсь ответить на ваши вопросы. И самое интересное, о чем я хотел бы с удовольствием сейчас спросить Аяда, его мнение мне очень было сейчас интересно, я думаю, и вам, по поводу нанесения Россией вот этим супер каким-то, как он называется, орешник, да, по-моему, он называется, орешником. Ну так, лепит Горбатого, КГБшники. А мы привыкли. Мы знаем, что миллион раз он нам уже соврал, и мы все равно сидим, да, это Владимир Владимирович сказал. Самое интересное, что все в мире знают, насколько лгун Путин. Я не знаю, как он вообще живет в этом
это не суббота, а пятница. А я как бы посчитал, что сегодня суббота, так как я все еще болею. И спутал тут и дни, и ночи, и все и остальное, да. Вот такие вот, дела. Сейчас Аят придет. Хорошо, что, он позвонил. Да. Так что, оказывается, орешник совсем не орешник. Оказывается, это обычная туфта, которую они запускают. Что какие-то махи, что что-то там супер какое-то там и так далее. Непобедимое, несбиваемое оружие, суперракеты и так далее. У меня вопрос, если они такие супер несбиваемые, почему за 10, уже почти 11 лет войны мы так и не увидели несбиваемых? Это при том, что Украина еще не получила суперсовременные там куполы, там какие-нибудь там, хотя патриоты она уже получила, которые перехватывают. Очень странно. Очень странно. Так что все нормально, друзья. Но самое интересное, что сейчас на России, сейчас Аят придет, мы дадим вам всем прослушать а, отрывок от Скобеевой, где они там визжат очень страшно, что Украине американцы, то есть тот самый путинский Трамп, передаст атомное оружие. Представьте себе, а что было бы, если бы Трамп был не путинским? Представьте себе. Вот он, оказывается, какой этот путинский Трамп. Так что все нормально, друзья, все отлично. Все отлично. Только все начинается. Тут постоянно пишут там про Палестину, пишут и так далее. Я понимаю, что там разные кавказцы, которые считают себя россиянами и в душе, телом за Россию родную свою там топят. Но если вы так беспокоитесь о мусульманах, то где вы были все? Ну и не только другие там соседи наши, которые топят там за братьев-палестинцев. Где вы все были, и чеченцы, которые топят, когда чеченский народ геноцид устраивается? И сейчас где вы все? Почему вы говорите мне про Палестину, а? Почему вы не говорите про геноцид чеченского народа? Почему вы не говорите про то, что отправляют на войну в Украину? Вчера мне задают вопрос там какие-то там люди, там какой человек, у него в Англии там проблемы за то, что он за Палестину топит там и так далее. Почему у этого человека нет проблем за то, что он топит за чеченцев, за Ичкерию, за свой народ? Объясните мне вот эту непонятную эту ситуацию. Почему здесь вы в Европе находитесь, живете и топите там за какие-то там российские, за российских союзников вы топите? А? Объясните мне, прикрываясь, там, это мусульмане, это мусульмане. Здесь не делится мир на мусульманский, не мусульманский. Только это в вашей голове, в вашей фантазии, в вашей пропаганде он так делится. Понимаете? Если бы на земле был бы мусульманский мир какой-нибудь, исламский мир, там, мусульманский мир, то над чеченцами геноцид не совершили бы в таком виде, в котором совершили бы. Понимаете? Нам эти сказки вы больше не рассказываете, что там использовать, чтобы нас использовать для чего-то. Вот какая ситуация. А тут разговаривают какие-то, сидят, ты за кого, ты за этого, ты за того. Я за демократию, я за то, чтобы чеченцев не убивали, за то, чтобы чеченцы, те, кто убивали чеченцев, понесли за это ответственность, чтобы никогда ни одной скотине на этой земле не пришло в голову совершить геноцид, и что им ничего за это не будет. Русские над нами совершили геноцид на протяжении трех веков, 3,5 веков. Ну вот каждые 50 лет. Представьте себе. 6-7 геноцидов, если не больше. И до сих пор происходит уничтожение моего народа.
Пошли вы все к чертовой матери, я вам говорю. Понятно вам? Со своими там путинскими, КГБшно-ГРУшными, со своими этими заступничествами. Я категорически против того, чтобы совершались военные преступления, чтобы там Цахал применял чрезмерно силу, но одновременно с этим я не отказываю, в отличие от вас, право Израиля на существование, потому что еврейские дети – это тоже дети, но вы почему-то забываете про этих детей. Вот в чем вопрос. Рассказывайте нам тут разные сказки. Ты за Палестину, ты за Израиль, ты за это, ты за... Я за справедливость. Я за справедливость. Израиль имеет право на существование. И Израиль, евреи имеют право на жизнь. Понимаете? На жизнь, в котором им отказывают. Вот и все. Вот с этого давайте начнем. 22 арабские страны отказывают маленькому Израилю на право существования. Сейчас уже, конечно, не 22 страны, слава богу, арабские 22 страны. Почему вас всех, если бы я где-то был бы, там, спрятался бы, меня не было бы видно, и если я высказывал бы эту точку зрения, ну, можно было бы сказать, что там я плохой там и так далее. Вы где все? Я вот к чеченцам обращаюсь. Все остальные меня не интересуют. К чеченцам я обращаюсь. Вы где все? Я 10 лет на этом поприще, вот в Европу выехал, занимаюсь этим. Я вас не вижу никого. Где вы все? Вот сейчас повылазили разные, симулякры повылазили, всякие, агентура повылазила. А до этого и агентуры не было. Где вы все были, которые сейчас заступаетесь, а? Где вы? Скажите, мой народ уничтожается. До сих пор, сейчас, в сию минуту он уничтожается. Сию минуту их берут на войну, на преступную, вражескую войну и отправляют на войну. Где вы все? Нас отсюда депортировали. Где вы все были, когда нас здесь депортировали? А где вот редко, я не имею в виду, кто выходил за это, боролся, а вот кто остальные здесь, заступники там Палестины, там Хизбаллы, там еще чего-то, Хамасов, там разных террористических ублюдков. Где вы все были, я вас спрашиваю? Идите, вы знаете, лесом идите, с моего канала идите, пошли вы туда, где вам надо быть, да, тоже мне заходят, ты за это, ты за то. Я за справедливость. Я за справедливость. Я бы вас поддерживал бы, если бы вы изначально говорили бы, 1200 безоружных женщин, детей, мужчин убили. Как нехорошо. Да, это геноцид, это плохо. Ну, сейчас ведь их Сахал чрезмерно применяет силу. Я бы вас в этом поддержал бы. Но вы отказываете право евреям на жизнь. Так вы фашисты самые настоящие. Вы фашисты. Причем вы фашисты, даже не осознавая. Вам заложили программу, вы ее транслируете. Понимаете? Я вас здесь не видел. Я знал, что мы придем к этим разговорам. Еще 5 лет назад я говорил. Придет время, вы будете локтями расталкивать и говорить, а ты кто вообще здесь такой? Я воевал, у меня медаль. Где ваши медали? Воевал — это хорошо. Молодец, если воевал. Но война не закончилась. Война не закончилась. Народ уничтожается. Тоже мне, да, защитники. Вот такие вот дела. Турки геноцид не делали. Константин, я не знаю, что делали турки. Я не знаю. Армяне говорят, что делали турки. А турки говорят, что они не делали геноцида армян. Я не знаю. Что делала Америка? Последнее время Америка не делает. Да, когда-то, когда они завоевывали Северную Америку, да, был геноцид. Это можно назвать геноцидом, то, что там было. Но после этого, знаете, у них и рабство было. А потом у них президент был чернокожий. У них там свобода слова. Страна развивается. А что, когда Америка делала ужасные вещи с индейцами?
Что делала Россия? 1 миллион черкесов вы вырезали, русские. 1 миллион черкесов, только черкесов. Вся вот эта Красная Поляна, Сочи, там вот это все место. Почему вы думаете, там армян много? Откуда там взялись армяне? А дело в том, что полководцы там были, армяне, которые вырезали. А холопы, солдаты были русские те самые. Понимаете? Вы на себя посмотрите. Америка, Турция, там, третье, десятое. Это другой разговор. Вы смотрите на себя. Мы сейчас говорим о вас, а не о Америке, там, еще о ком-то. Когда не было интернета, совершенно другую информацию преподносили в наших странах, преподносили. Ну да, я согласен, что не было информации, с этим я согласен. И я не виню народы, я не виню турецкий народ, я не виню там арабский народ в чем-то. Но я считаю, то, что я считаю, я вам расскажу завтра. Сейчас Аяда примет. Так. Аяд. Ассаламу алейкум, Сюрдик Юэла. Аяд, я как тот мальчик из Ерелаша, который в воскресенье в школу пошел. Оказывается, сегодня пятница, а я из-за своей болезни остался. Все нормально. Я только, мне тоже было немножко побриться здесь. Видите, я сидел, Ага, поэтому я отсюда чешется. Но ничего. Так. Подготовься. Мовился писаться. Подготовься. Олса холош. Да. Что мы ждем, Асан? Ну, диктует, я готов, в принципе. Да, готов. Да, стрим на русском, а сегодняшний стрим это как бы у нас 87-я платформа, стрим 87-я платформа открытого диалога. Применит ли Россия ядерное оружие? Так я озаглавил сегодня. И сегодня я хотел бы, Аят, как раз поговорить на эту тему. Было бы очень интересно узнать по поводу вот ядерного оружия, которое Россия сейчас... Некоторые сейчас говорят, то, что сейчас ударили по Украине, что это старое оружие, что ничего нового нет, там, и так далее, и так далее. Некоторые говорят, что Украине могут передать ядерное оружие американцы, чтобы они, Трамп, тот самый путинский Трамп, может передать ядерное оружие Украине. Об этом и многом другом давайте поговорим, Аят. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели. Об этом вот то, что сейчас Аслан сказал, речь идет вот от последние дни, в связи с тем, что Россия с полигона Астрахани запустила свою, так сказать, ракету. Она как бы старая, но она ракета, которая может нести атомное оружие. Вот так вот. Угу. Вокруг этого раскручиваются многие вот разговоры, все говорят о том, будет это или не будет, что это и как. Но мне кажется, что здесь есть такая подоплека, что вот они пытаются испугом взять все же, на испуг взять. Ведь они понимают, что они могут ударить, а им могут в ответ дать в несколько раз сильнее, чем они. И притом могут дать не только просто так вот, как они говорят, а прямо в тот бункер, где сидит, скажем, главный управляющий. И здесь такое вот мнение идет, и я просто думаю о том, что они сами же хотят жить. Они понимают, что у них есть дети, и потом эти дети, многие родственники, они все попрятали свои
эти кошельки в разных странах Запада, и в той же Америке, везде. Это все понятно. И чего они бьют, чего они добиваются, и кто это хочет. Неужели русский народ или российский народ, сам народ выбрал эту линию? Нет, это выбрал не российский народ. Это просто они поддерживают, потому что они как манкурты одурманены и думают, что они самые сильные и верят в своего батюшку-царя. На самом деле, те, которые сидят во главе, этот Путин, президент, он пытается испугать. И Запад испугать пытается, и пытается испугать, конечно, украинцев, чтобы они сдались и сказали: хорошо, мы сдаемся, уходим. Но для чего это нужно Путину? Это нужно Путину для того, чтобы сказать, что он крепкий, он сильный, и мы дальше пойдем, Россия будет сильным государством. Так нельзя, мол, односторонне вот так вот, чтобы нам диктовали со всех сторон. Но что имеет в своем загашнике этот Путин? Может ли он это сделать, ударить и потом сохранить себя? Конечно, не может, это понятно. Но в то же время дурости у них, может быть, и хватит вот, бояться вот, сказать этого. Но говорят, дурости у них хватит. Может, дурости у него хватит, но у людей, которые будут нажимать на эти кнопки, именно которые сидят на пусковых установках, я думаю, у них нет необходимости в этом получить ответ себе, вот удар, так? И в то же время, как бы то ни было, Путин же не прав. Он на весь мир утверждает, что вот он захватил, мол, это международное плане, значит, что самый там главный. И сейчас мы имеем все возможности нанести ответный удар по развалу Советского Союза. Так кто развалил этот Советский Союз? И что это была за страна? Ведь вы же сами, вот скажем так, денонсировали этот акт о создании этого Советского Союза в 22 году. Вы сами потом делали до того, что страна эта стала нищенствовать, начала побираться, на хлеб стояли в очередях. Вы сами были виноваты в том, что вы не считались с этим народом, не считались с людьми, и в конечном итоге довели дело до того, что та страна не могла уже обеспечить даже продукты питания, и весь мир им помогал. То есть это античеловечный режим. Это империя, которая не считается с людьми. И вот они сегодня бросают вот так вот в горнило, и как в мясо, пушечное мясо бросает своих людей. Но в основном вперед они хотят туда бросить, конечно, все национальности, которые сегодня проживают на территории России. Да более еще они корейцев сюда сейчас подключают, чтобы вот давайте, бейтесь, мол, мы правы. Идет пропаганда. Будет ли удар или не будет удар, атомный удар по Украине? Этот удар был конец Путину и его системе. Я так думаю. Если они хоть один удар нанесут, они получат тут же удар по всем их центральным пунктам, которые есть, потому что это дает право уже, значит, в соответствии с международным правом, в соответствии с теми предупреждениями, которые были сделаны Путину, и все страны мира демократически нацелены. Более того, это не поддерживает и его, ну, скажем, сатрапы. Китай, Корея, Индия и другие страны мира тоже не поддерживают вот начало вот этой войны по глупости, по своей, знаете, глубокой ненависти к человеку развязана война. Она развязана была в 1994 году против нашего государства. Они убили тогда, весь мир не понимал, что происходит, потому что нас вовсю оболгал этот Кремль, и все остальные верили, делали из нас разного рода, ну, скажем, террористов, бандитов,
разные там клички нам, значит, навешивали. А мы не могли ничего сделать, потому что у нас не было никакого оружия, и более того, психологическое настроение, состояние было очень тяжелое, потому что весь мир против нас ополчился. Мы все знаем, что тогда и Запад, и все остальные поддерживали, все даже бывшие республики Советского Союза отвернулись от нас. Никто нам не помогал. Представьте себе, весь мир против нас, где-то миллион, чуть больше народ, и нас все бьют этими ракетами из этого Астра, из этой Каспийской флотилии, из Волгограда, со всех сторон посылают эти ракеты, бьют по роддомам, по школам, бьют по разным, значит, центральным, по центральному рынку, там, где находится. Ловят людей, которые стоят на остановках, представьте моральную состояние. Или тех, кто в поле, их вертолет, самолеты, их искают и расстреливают наших людей. То есть нам не давали ни жить, то все говорили, как будто это ад наступил. И действительно, весь народ тогда обратился, как говорится, только к кому обратиться? К Всевышнему. Все обратились к Всевышнему. И вот даже на центральной площади были такие огромные митинги, на которых, значит, верующие там звали, просили о помощи Всевышнего. Убери нас от этого варвара. Вот что это было. А они радовались. И тогда народ, конечно, тогда весь обернулся против этого врага. И в 96 году этот враг, который находился со своей армией, где-то около 460 тысяч военнослужащих со всем вооружением, кроме атомного, он был, да, это была великая победа нашего народа, великая победа, и это нельзя забывать никому из наших людей. И это нельзя забывать всему тому там человечеству, что может быть в этот момент. И сегодня Путин пытается вот так обернуть против себя, скажем, и украинский народ, и, скажем, другие народы. И он будет, как и Саддам Хусейн, где-то там, значит, наказан в будущем, если такие вещи он будет дальше продолжать. Он не прав. Он должен вывести войска с территории Украины, со всей территории, вывести войска с территории Грузии и Чеченской республики, Ичкерии, Молдовы, и освободить территорию, которую он там со своим, скажем, Саглядайном, Сатрапом в этом Беларуси захватил. Дать свободно, чтобы люди жили. Нет, ему это не хочется. Он хочется ему оставать во власти. Вот вся эта, значит, ситуация, которая проглядывается на данный момент. И если это так будет и дальше продолжаться, он дождется того, что ударит не по российским городам, так, ударит не по российским там, значит, пограничными, а ударит прямо по нему. И если по нему ударит, то никто его защищать не станет в самой России. В этом у меня такое убеждение, понимаете? Потому что сразу там, значит, есть люди, которые могут его, конечно, сразу же заменить, но чтобы стать на такой путь, там нет таких людей, я так думаю, так? Не то, чтобы это видно по всей вот этой ситуации, которую мы наблюдаем. Нет той опоры, нет той линии. И эта Россия, он держится еще за счет того, что эту Россию Запад не хочет разваливать. Вот в чем дело тоже, это очень важно. И этот момент он использует для того, чтобы вот делать то, что он делает. Если эту Россию развалить, боятся вот западные страны, потому что в разных местах находится атомное, значит, вооружение, что это может хватить то угодно. Вот по этой причине тоже вот так вот сдерживается Запад, сдерживаются остальные государства мира. То есть нет никакого такого, знаете, решения, скажем, даже на подсознательном уровне, чтобы эту Россию развалить. Хотя много идут разговоры, то. Можно ли ее переформатировать? Можно ли там, чтобы была другая власть? Можно ли сделать так, чтобы стали вот какие-то формы, скажем, свободного
демократического, значит, развития в этой стране. Можно ли? Наверное, можно, потому что такие примеры есть. Вот есть Европейский Союз, вот есть Соединенные Штаты Америки, вот есть, скажем, Швейцария, там есть еще другие варианты есть. Но вот с этой империей, если от нее мы не избавимся, то в конечном итоге мы придем к тому, что он постоянно вот так вот будет, вот так вот не давать нам спокойно жить, и всегда, значит, будут обогащаться какие-нибудь там, извините меня за слово, ублюдки, которые недостойны того, и по всему миру ездят, расхаживать здесь, кичиться. Не тем, что у них есть разум для этого, а тем, что они наворовали, понимаете? Здесь на Западе тоже есть такие люди с их числа, которые таким же, скажем, способом хотят жить там, придя туда во власти вместо, скажем, этого пути. Этим людям тоже нельзя позволять это делать. На территории России есть люди, насколько я вот понимаю и знаю, которые не хотят таким образом, как предлагается здесь, это делать. Жить не хотят таким способом. Поэтому надо этим людям дать возможность, чтобы они там получили, значит, возможность прийти к власти, и эту систему власти вот, дать им помочь. И тогда я думаю, что здесь как-то вот ситуация может измениться. А Украина должна быть свободной, как и другие все республики, территории, которые после развала Советского Союза имели право на свое государство. Ну, вот что я скажу об этом пока. Спасибо, Аят. Аят, давайте я вам дам одно видео послушать, короткое, и я хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Так, сейчас, одну минутку. Там буквально 40 секунд. Военный аналитик Николас Драмон в интервью британской газете «Экспресс» заявил, что Трамп в условиях секретности тайно может передать Украине ядерное оружие. Драмон утверждает, что сделка между Вашингтоном и Киевом может быть проведена очень скрытно, после чего Украина внезапно станет сильной державой. Зеленский сможет выйти и заявить Путину: если не выведешь войска, Украина разбомбит Кремль. Якобы Трамп готов рассмотреть такую возможность в обмен на обещание Украины не вступать в НАТО. Аят, как вы думаете, возможно такое? Ну, от Трампа можно слышать все, что угодно, пока он не сел в стол управления, за стол управления. Угу. Вероятность этого, мне кажется, что этого не будет, мне кажется. Потому что расширение атомного оружия для того, чтобы, значит, это было... Мы же шли так, весь мир шел по сокращению, а здесь как идется расширение. Так, знаете, а лучше всего, значит, заставить Путина, чтобы он этим не кичился. Вот у него это есть, все брал, все сделал, и притом он же теперь для чего это использует? Не для защиты, а для нападения. У него же оружие атомное существует для нападения, то есть для защиты, как они, у них есть доктрина. Они же не защищаются, они пытаются ударить атомное оружие на территории государства. И они еще сидят в этом Совете Безопасности ООН, они сидят в ООН. Это что такое? Это вообще невозможно такого, скажем, медведя сажать в такую, значит, правовую вот форму правления. Там нельзя, убирать его надо оттуда. Вот чего они дождутся всего. Но это разные вот высказывания о том, что он даст ему это и это. Я лично не верю в это, честно скажу. А если не дадут, например, не то, что передают и что Украина всегда будет, а просто парочку, 2-3, основное население в России сосредоточено в основном вот в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, основные города. Если по ним нанести удар, то, мне кажется, и
все, что есть, Украина отправит по городам России, и все, и у Украины не будет атомного оружия, и самой России не будет. Такое возможно? Но здесь проще, если он ударит, он нарушит, вот ударит вот этим оружием, то Мгм. он открывает, может, западным странам, он говорит им, все, и мы по вам тоже ударим. Понимаете? То есть этот удар по Украине означает удар, такой удар и по западным странам, потому что и Франция, Англия, и ну, Америка, все они говорят, давайте начать решать этот вопрос с Кремлем, вот вам оружие. Они же говорят, что дадим. Сейчас и Байден, и это как-то они вот, то, что было, конечно, надо делать раньше, вот видите, к чему пришли, потому что вовремя не решили. А сейчас дальше тянуть нельзя. Может быть, им это атомное оружие, если дать, то значит это вообще у него появится какой-то еще какой-то там скачок в мозге и скажет, вот они ему дали оружие, мы теперь то все себе для оправдания себе, это для Путина. Сейчас надо показать, что он является остальному весь мир еще должен еще более там информационном плане показать, чем они занимаются. Но расширение и дать оружие атомное, конечно, это было украинское атомное оружие, которое находится сегодня у Путина, так? Но не знаю, вот я даже думаю, что это будет только идти на вопрос на расширение военного, на, значит, начало мировой войны, фактически там многие говорят, что это начало мировой войны. Но давайте лучше остановим эту войну, но остановим ее не так, чтобы это было в пользу агрессора, а чтобы было это во вред ему, чтобы ему было неповадно. Вот что я думаю в этом плане, так? И чтобы он освободил все территории, чтобы потом было неповадно. И этот управляющий там, который в тюрьме сидит, ему, конечно, дальше вот позволять вот такими вот делами заправлять нельзя. Вот видно, до чего он дошел. Начинал какой-то как баинька, я говорю, там все за права человека и все такие. А вот дошел до чего? Что это там разошелся, так и сыпет все вовсю. Вот мы вот там делаем то. И еще его советники, это Дугин, Александр, там и другие, но их много там. Сейчас рассказывать не будем про них. Они все как это сошли с ума. Им что, хочется весь мир перевернуть и, значит, сидеть во главе? Кто им позволит? Никто не позволит. Так что здесь разные точки зрения, конечно, есть, но я говорю свое мнение. Вот, есть свое мнение. Не кажется ли вам, что они просто в панике, очень сильно испуганы, россияне? Я Мгм. почему говорю это? Вот сейчас, как только атакамсы передали украинцам, они сразу же нанесли, ну, разрешили ударить, видимо, они уже были у украинцев, сразу же ударили. И Путин уже сидит в бункере, где-то там в уголочке, зажавшийся, и говорит, мы нанесли каким-то там вот этим орешником удар. И самое, что обратил внимание, он говорит, а, перед тем, как нанести удар, мы будем заранее предупреждать, потому что их перехватить невозможно, эти ракеты, поэтому мы будем, ну, типа, из гуманных соображений. И теперь мне показалось, когда он это сказал, что он говорит, что когда будете бить по нам из гуманных соображений атомной бомбой бить, вы тоже должны, вы же Европа, Запад, цивилизация, гуманные все, вы должны тоже предупредить. Вот мне так показалось. Тебе не кажется, что они очень испуганы? В панике. Но здесь он может, да, они испуганы, управляющие, скажем, власть, его окружение, они испуганы, да, это видно. Мгм. А народ находится под полной, так говорится, пропагандистской Не, он этой. Они говорят, батюшка там все решит, он прав. Вы видите же, да? Он ну, прав. Платят, деньги дают, они идут на эту войну, там он бедствует, а ему там по 3 миллиона рублей дают. И притом он считает, что он прав. Каждый день идет пропаганда, ну, которую мы с вами знаем. И мгм. они правы. Ну, там немножко повысилась цена на хлеб, было
43, теперь 45 стало рублей там. Масло немного, то все, но в то же время они еще продолжают жить достаточно на том уровне, который и они привыкли. Ну, немного повысилось, это было раньше. Они верят в Путина. Вот в чем, как говорится, ситуация. Если бы там весь народ понимал бы и мог бы вот это все, эту ситуацию ощущать, тогда бы, конечно, ситуация была бы другая. То есть не настал такой пик, скажем, состояния, когда бы Москва вышла на площади, на улице, скажем, сотнями тысяч, миллионами там могли бы выйти. То есть у них нет этого ощущения. Они бы должны были понимать, что происходит, что они сами себя пытаются тоже уничтожить. Никто им не сложит головы. Вот мы, я говорю, там увидели, что нас хотят просто всем миром вот так вот. Мы практически вышли, хотя там говорят, там было то-то. Было все организовано и планомерно для того, чтобы дать им, как говорится, показать им. Мы не можем больше сидеть. И поэтому в 96-м году эта армия была повержена, и она там визжала, копищала, и просилась, все просили, чтобы дали, чтобы их не убивали там, и все такое, чтобы... Ну, а были окружены и готовы были их, я уже говорил это, и там подвести к ним эти шланги с бензином, с керосином, всех поджечь. И были предложения. Но мы, так как мы таким вещам не занимаемся, мы имеем человеческое лицо и понимаем, что это нельзя делать, мы не делали этого. Когда приехал этот Лебедь, начал договариваться о том, что давайте мы выведем войска и все такое. А документы принимали совсем другие, понимаете? Они и там же хитрили, там же они такие коварные свои документы там поделали, отложенный статус, то все. Вообще у них нет никакой совести, но об этом говорить и не надо, об этом давно известно, но они будут снова и снова это продолжать. Поэтому с ними надо действовать очень четко и ясно, и решительно в этом направлении. Мне так вот представляется это все. Баркалаят. Друзья, я вам напоминаю, у нас сегодня 87-й стрим на платформе открытого диалога. Наш ведущий Аят Идигов, это сопредседатель единственной легитимной чеченской власти, сопредседатель президиума Чеченской республики Ичкерия. Это ближайший соратник Джохара Дудаева, человек, который стоял у истоков нашего государства с первых дней, еще до основания нашего государства. У вас уникальная возможность задать стрим, задать вопрос в этом стриме в YouTube и в TikTok. Если вы напишите, его зовут Аят Идигов, кто не знает, я думаю, многие уже знают. Поэтому, если вы напишите вопрос, комментарий, я его зачитаю. Также у нас стрим идет в X в голосовой комнате. Вы можете туда зайти и оттуда уже непосредственно, сами непосредственно выступить, если захотите. На моей странице тоже X Аслан-Арцуев, Human Rights Center Ичкерия. Так что вот такие вот, друзья, дела. Давайте, задавайте вопросы. Так, я здесь видел вопросы. Сейчас все тут друг с другом общаются. Мухаммад, Шавик Чумелвейнак, Шавига Машвовель, Ежели, за подарки спасибо. Я вас всех, друзья, снова приветствую. Так. Сейчас я тут где-то, по-моему, видел. Аят, а вот может случиться так, что вот сейчас, пока еще не произошла инаугурация Трампа, и Байден, как бы, ну и по состоянию здоровья, там нам показывают, что у него не очень хорошее здоровье и так далее, и произойдет какое-нибудь такое мощное событие, которое сломит хребет России. Может произойти вот в этот период до 20 января, пока инаугурация Трампа не произойдет. Может ли произойти вот такие события?
может, но на самом деле что это может быть? Это может быть, значит, переворот самой России, смена власти там. Это может быть, они, значит, заболеют, умрут. Или это, может быть, они захотят отказаться от всего этого и требовать гарантии безопасности себя, своих семей, так? Мгм. Вот такие. А так, чтобы нам сейчас нанесли военное поражение и начать, это я не знаю, это вряд ли будет. Но дай бог, чтобы такое могло случиться, что вот такое изменение произошло. И тогда вот процесс пойдет, конечно, в другом направлении. А что еще другого наверное, не представляю себе. Люди могут что угодно говорить, но вот такие моменты лучше всего было бы, чтобы они осознали вот в окружении Путина, что больше с ним дальше двигаться нельзя. Там почти весь мир против них ополчился, и дальше, если они так будут идти, то это придет к тому, что, ну, то, что мы видим. К сожалению, население в основном России не понимает. Хотя, ну, разные республики, национальности, которые наиболее там ущемлены, задавлены, унижены, они это понимают, что ситуация для них хуже. А вот русские, которые они говорят, что вот мы от имени русских действуем, Мгм. хотя русские дают этого права, просто они его делают, вот мы это русским это делаем, а это все наши, мол, типа люди второго сорта, мы их используем. Вот эти вещи, они как-то могут влиять, но а, это никак не сыграет никакой роли, потому что у этих людей нет никакой нет власти, скажем, у других национальностей нет. Они все время где-то там на предбаннике находятся всегда. Мгм. Так мне кажется. А как вы думаете, сколько может максимально затянуться эта война? Она может бесконечно 10 лет, 20 лет? Она может дотянуться до конца, как говорят. Но как это сейчас будет, это зависит, конечно, от тех действий, которые предпримут, скажем, западные страны, раз, так, зависит от общей мировой политики, два, зависит от того, вот эти обещания, которые давал Трамп и другие, что они снизят цены на нефть, скажем, доведут его 50, скажем, за бочку 50 евро и ниже, тогда вообще пойдет вот этот хаос, и тогда, может быть, они все это произведут какие-то изменения. Но сегодня вот другого я не вижу, насколько это будет. Это будет зависеть от того, когда истощится весь ресурс у Кремля. А у Кремля этот ресурс, в основном, это за счет газа, ну, в основном за это, так? И если оно ценится, тогда у них внутренние проблемы пойдут. Вот они должны вот из этого исходить. Или сама, вот как я говорил, или сама вот эта власть и окружение, они сами подумают, что надо измениться, требовав для себя, скажем, гарантии безопасности. Ну, наверное, эту гарантию безопасности можно дать, так, для того, чтобы они прекратили убивать население и ставили под угрозу существование человечества. Я так думаю. Все равно они умрут когда-нибудь, как и все. Ну, чуть позже умрут. Ничего, пусть поживут, покушают. Так я думаю. Мгм. Было бы, мне кажется, такое совпадение интересное, что Зеленский, как еврей по национальности, я полагаю, иудей по вероисповеданию, он как когда-то Моисей водил 40 лет по пустыне, также мог бы русских вывести из рабства. Смог бы он даже за 40 лет вывести их, если бы возглавил Россию? Как вы думаете? Вот Возможно ли? это
Там в России пустыни нету. По тайге тогда. Если не водить по заполярным кругам, там это Там 40 лет не походишь, да? Ясно. Так, Израиль сражается за свою землю с 48 года. Да, совершенно верно. Шараним, алейкум. Всех приветствую. Всех приветствую, друзья. Так, тема сегодняшняя. Применит ли Россия ядерное оружие, Мамонт? Применит ли Россия ядерное оружие? Так, все мы там будем. Это точно. Алейкум, Черкес. Мирным путем нельзя остановить эту войну, спрашивают. мирным путем. Да. Но Путин же предложил, хотя говорят, что это вокруг него говорят, вот я слышу, где-то неделю или неделю назад он сел и говорит, значит, оставьте все эти территории, которые мы забрали, так, отдайте нам те территории, которые входят там в Донецкую и Луганскую и другие области, так, то есть которые пока еще не являются у него, и это отдайте, значит, давайте уберите вот это ваше вооружение, там, денационализируйтесь, и тогда, значит, уходите, и я тогда согласен на мир. Он так сказал Путин. А кто с этим с территории? Мол, еще то, что он не смог сегодня даже завоевать, он требует ему отдать. Это хамство, наглость, понимаете, наглость. И какой мир он предлагает? На такой мир кто пойдет с ним? Может быть, мир будет вот в том случае, когда вот они в самой России внутри ситуация еще достаточно стабильная, как бы что там ни говорили, так, она как бы стабильная. И для чего ему идти на мир? Значит, если он отступит от этой линии, которую он заявил в самом начале, допустим, помните, денацификация, денатализация, там, или где там, чтобы, как это называлось, денацификация, демилитаризация, да? И вот если он этого не добился, то у него будет минусовый авторитет, как бы. Но в России, возможно, и не будет, потому что в России там вообще другое общество, другой этот контингент, как говорится, какой у него там материал, который будет его, материал имеется в виду население, которое будет его или критиковать, или будет его возвеличивать, а они пока его возвеличивают. Поэтому это зависит от Путина в первую очередь, от его окружения. Будут они на мир идти или нет. А вот требования, видите, какие у них. А если они так вот это сделают, допустим, его условия примут, что будет тогда? Это значит, что эти территории Украины остаются пока что под Россией. Это значит, что Чеченская республика под ними. Это значит, что грузинские территории под ними. Ну, естественно, там и Белоруссия, и Молдова. Это значит, что он пока вот решил передохнуть и набраться силы, набраться еще как можно больше оружия, а потом он еще им покажет, вот как он это будет оправдывать, если пойдут на это, скажем, его предложение Украина и Запад. Ну, посмотрим, что будет говорить Трамп, когда он придет в власть. Вот от этого будет уже, мы можем там более конкретно, значит, видеть, что может происходить и к чему он стремится. Его заявления, они пока что разные. Вначале он говорил, я остановлю эту войну за 24 часа, потом там другие, там вот это трансформируется это все как-то, да. Поэтому мы должны думать, как же быть сейчас, что будет, рассуждать мы можем. И сейчас зависит то, что вот
Украина. Украина усиленно сейчас вот они ведут сопротивление, они не слагают, это уже видно, что это одна из самых сильных армий мира становится, и, по крайней мере, Европе, так? Видно, как они, значит, ведут оборону вот этими дронами и вот сопротивлениями, которые, и независимо еще от того, что вот им Запад дает то-то, то-то, какие-то там ракеты, то все, они очень сами вот внутри развиваются, у них специально вот делаются, значит, специальные там службы, институты, производство. Вот они запланировали, как я вот слышал, на будущий год создать 30 тысяч дронов. Представляете, 30 тысяч дронов, которые будут способны не на этом уровне, который есть сегодня, а способны будут обходить любые, значит, выстрелы в них, способны будут летать так далеко, что не надо, может быть, и ракетами. Они ловят людей, они даже просто вот хватают. Вот они показывали. Где-то они увидели там сопротивляющие или нападающую какую-то там пехоту или танковый там взвод. Они их разбомбили этими дронами, потом оттуда выскочило 9 человек, они спрятались где-то в кустах. Они взяли, значит, выстрелили, и, и из 9 шестеро там были убиты. Трое, значит, вышли, подняли руки и начали идти в сторону их. Тогда они им говорят, ну, видимо, значит, они повели их, привели именно через дрон не дали, они поднятыми руками пришли туда, где они взяли их, и те говорили, мы уже хотели сами себя расстрелять. То есть вот такой уровень значит, сопротивления, и на этом уровне уже украинцы могут действовать против этой армии. Даже мне кажется, что если это будет развито еще больше и больше, им это помогает, будет помогать, конечно, Запад. Ну, я имею в виду там разные рода детали и разного рода, значит, необходимые советы давать. Они будут это делать и делают, понимаете, вот. И я думаю, что все же победа будет за Украиной, то есть будет за нами, за справедливостью, будет победа за тем, что эта империя будет сломлена, сломлен его хребет. Мы не говорим, что Россия будет там уничтожена. Пусть это Россия в той форме, которой она захочет но существовать, существует, но не в форме империи. Вот о чем речь идет. О форме там демократической или союзной федерации, республик, как угодно, пусть. Но и освободить все территории, которые захвачены именно этой Россией с 91 года. А там пусть эти народы сами решают, как-то они соглашаются. Но и это должно быть решение этих народов. Они в 92 году незаконно, значит, подвели под себя, незаконно, после того, как эти народы по праву имели возможность создать свои государства на полной атрибутикой. Россия им ничего не позволила дать тогда и не дала, значит, избрать власть, не провести там специальный референдум, как они хотят жить здесь или раздельно, а просто захватила. В этот круг не вошла Чеченская республика, потому что мы еще ранее, до создания этой Российской Федерации России, создали свое государство, конституцию приняли в международном правовом поле, потом наша еще Грузия признала, член Организации Объединенных Наций и так далее. Сегодня даже нашу страну признала Украина как оккупированную территорию и геноцид нашего народа. То есть в этом направлении нам, я еще раз хотел бы сказать, что было бы очень и очень полезно и позитивно и для других народов, которые есть в составе России, позволить этим народам поднять свой голос, если они будут сегодня давать возможность нашей республике признания не только, как сегодня это сделала Украина, а сделали бы даже и другие республики, страны балтийские,
скажем, страна, Польша, там, Чехия, Словакия, ну, я имею в виду и все западные страны, то это было бы вообще большой стимул. А этот вопрос не рассматривают, потому что эти народы фактически после 91 года, они снова оккупированы, они захвачены фактически. Империя их снова захватила. А наша территория, как состоящее государство, оккупирована этой новой империей. Поэтому надо было в этом ключе рассматривать эту ситуацию. Так, Аслан? Бахкалаят. Я как раз вчера, по-моему, видел видео, где украинцы изобрели дрон, который несет дроны. Такой авианосец дроновский, который несет дроны, он летит далеко-далеко, и потом после этого он скидывает эти дроны, которые уже отдельно летят, а он как ретранслятор. Он еще дальше, чтобы еще контролировать. Ну, короче говоря, как обычно, на войне все новое что-то придумывается. Да. Они в этом плане очень у них развито. Они начали вот это все делать. И это молодцы, они это делают вот так вот. Мгм. Да, совершенно верно. Шарани Азиев задает вопрос. Аяд, есть ли вообще в настоящее время кто-либо, с кем можно наводить контакты из оппозиционеров РФ? Ну, есть, конечно, есть. Контакт наводить. Ну, допустим, есть, не буду говорить с кем, Не надо, не буду. не надо, не Вот будешь, да? есть люди, которые против этой системы власти. Они находятся на территории России, так? Мгм. Они еще а, действовали, но они сейчас раздроблены, они не могут не собраться, они не могут где-то, значит, себя выявить, даже что-то написать. Но они как-то выходят по другим каналам, через другие, вот, скажем, возможности, которые часть из них находится на Западе. Но это не эти вот люди, которые мы здесь вот видим, там, о которых здесь постоянно вот собирается и в Украине, и на Западе, да, я имею в виду вот эти либеральные деятели, которые здесь заявляют, что они то-то, то-то, то мы там придем, там сделаем. И это не Кара и не Навальный, и же с ними, не это. И Мгм. да, эти люди, видите, прямо вот, которых я сейчас назвал, они видят, мол, эту территорию своей вотчиной, вот всю Россию. Не только эту территорию, они весь Совет Союз, видимо, видят своей вотчиной и хотят, вот мы там, то все, это наше, вот эти вещи. То есть у них вот такое мировоззрение или у них такая вот политика для такого вот как бы в пользу сегодня этих людей, которые проживают, которые сегодня поддерживают Путина. Они хотят их на свою сторону переманить, насколько мне понятно. Но хотя бы подсознательно Путин не будет, чтобы восприняли их. Вот такое вот здесь. А люди настоящие, которые понимают все это, там есть движение, там есть люди, и там есть даже некоторые, как мы знаем с вами, наши батальоны российские, которые тоже на этих принципах стоят, которые с территории Украины воюют сегодня против российской армии. Вот есть такие. Ну, не будем пока говорить, имена их называть не будем, но есть. Мы, к примеру, имеем с ними контакты, так, и с ними разговор. Они признают право нашего государства на деоккупацию, на признание ее. В общем, есть такие люди. Мгм. Отлично, отлично. Так, Америка и другие страны не могут признать Ичкерию, как это сделала Украина, Аяд? Задает Нет, вопрос. им только Могут и надо. обязаны. Да-да, Аяд, не Я, слышно было. я же ранее говорю, это надо было им подсказать. А им подсказываю, не подсказываю, они пока еще
не понимает, что нас надо признать. А надо было бы признать. Но у них, в общем, если серьезно, у них такая позиция. Ну вот, скажем так, в мире 5000 народов, так? И если все народы станут, значит, государствами, да, Мгм. то и, во-первых, с экономической точки зрения там или с политической точки зрения, как это? Это мы 200 вот государств, которые образовались после развала Советского Союза, да, Мгм. они приняли современное международное право, Мгм. ну, было в году там устав ООН и все такое, да, и там сказано, что все народы имеют право на самоопределение, то есть на свое государство, да, или в другой форме. Но также, значит, если они имеют право, эти 5000 народов, к примеру, да, они входят, живут, проживают на территории этих 200 стран мира. Значит, они должны выйти из состава этих государств. Поэтому для этого там принят такой крючок, в котором сказано, что право народного самоопределения не является односторонним актом. То есть ты захотел, ты не можешь создать. Если захотел и говоришь создать, и начнешь там за это биться, воевать, то это называется сепаратизм. Это незаконно. Так? А оно сказано, что это разрешение должно быть, например, имеется в виду вот что. Эти власти 200 стран мира, в которые входят эти другие народы, хотят иметь свое государство, они должны разрешение получить этой власти, в которой они сегодня находятся. Вот Чеченская республика. Сегодня наши там деятели некоторые отходят от этих всех линий и путают наших людей тоже. Мы создали свое государство, выйдя из Советского Союза. Все, в этом точка. Так, это навеки вечное. Так, мы создали свое государство. А наши некоторые деятели, это Запады, самозванцы или другие, которые не понимают, говорят, нет, мы придем и создадим там государство. Но если вы хотите, то тогда, значит, вы пока еще находитесь в составе какой-то территории. И значит, вам разрешение должен дать Путин, а Путин вам никогда не даст. Или эти либеральные деятели, которые заявляют, что нужно все, они тоже не дадут. То есть почему это делается? Эти разговоры ведутся или по незнанию того, что против, или потому что хотят содействовать Кремлю имперскому. Я имею в виду вот из наших вот людей, которые здесь заявляют. Они заявляют в части создания, допустим, разного рода форм государств, которые должны, они хотят сделать, или в форме там религиозных. Все это как раз-таки, вот эти заявления потворствуют имперскому мышлению или имперской нынешнего Кремля. Вот эти вещи мы должны понимать. Поэтому и Запад, и Соединенные Штаты Америки, они тоже не хотят, то есть они не готовы, скажем так, к тому, чтобы вот эти все народы в мире, они стали государствами. Они живут в составе государств каких-то, пусть живут. А те, которые создали эти государства, так, вот как, к примеру, Чеченская республика, да, то эти государства, значит, они должны быть признаны и обязаны их признать и Америка, и другие государства. В этом вот как раз-таки вот эта проблема, которую они не решают. Они пошли на поводу у этого Кремля, у этой империи. Хорошо, допустим, они подписали там, создали Российскую Федерацию России в 92 году, 31 марта. Но мы-то, Чеченская республика, мы создали свое государство до этого, еще до этого, до создания этой Российской Федерации России, мы уже приняли свою конституцию, суверенное, независимое, демократическое правовое государство. Так почему же наше государство не признать? Почему, значит, способствуют Кремлю, скажем так, чтобы они нас захватили и чтобы они нас, значит, нашу территорию присвоили себе? Почему? Вот эта проблема существует до сих пор. Если уж говорить о всех тех странах, мы-то, как и другие все
страны, которые вышли из Советского Союза тогда, в 91 году, мы таким образом по международному праву, соответственно, создали свое государство. Строго в рамках этого создали. И почему нас остальной мир не должен защищать? Он должен защищать, потому что он принял этот международный, скажем, принцип международное право, есть устав ООН, но проблема в том, я скажу вам, что в Совете Безопасности ООН сидит такой вот, скажем, член, как как Кремль, который это захватил и присвоил себе. Сегодня он сидит там и сегодня пытается захватить еще и Украину всю. Вот против этого надо принимать какие-то решения. Вот поэтому, видимо, и Америка, я там убежден в этом, пока еще не решается на эти вот резкие, скажем, правильные решения, не столько резкие, сколько правильные решения. Но и да, это будет решаться в будущем, потому что эволюция, она будет подвержена, вся эта ситуация в будущем. Так что вот так вот. Мгм. Баркал. Мамонт, из комментариев Мамонта прочитаю. Я помню, как Джохар говорил по ТВ, что указал всем соответствующим должностным лицам ЧРИ подготовить все документы о суверенитете так, чтобы комар носа не подточил, да помилует его Аллах. Как вот формировалась наша вот вся вот эта фундамент нашего государства, основа, как она вся, как формировалась? Можете Но раскрыть? я уже об этом сказал здесь, хотя не оформил это в такой форме. Мы в соответствии с международным правом в 90-м году провел референдум. Это общенациональный съезд чеченского народа. Это традиционный референдум нашего народа веками, который у нас был, и веками, которым мы управляли своим обществом и своим государством. Так? На этой основе был референдум, куда были с каждой, скажем, 1000 человек приглашены выборщики со всего мира. Так? Мгм. И люди собрались у нас там тогда в Грозном, и они приняли решение о том, что мы воссоздаем свое государство в рамках современного международного права. Так это было сказано. И после этого этот общенациональный съезд создал исполком, исполнительный комитет общенационального съезда, который в этих процессах, которые происходили в Советском Союзе, следили за тем, чтобы в соответствии с решением нашего народа, этого, так скажем, референдума, процессы происходили, чтобы от этого никто не отходил в сторону, как бы, чтобы и власти, и потому что сам процесс в Советском Союзе двигался в сторону развала. И тогда, помните, Горбачев там принял решение о перестройке, гласности, демократии. В этом плане планировалось тогда создать новое государство, переформатировав его. Все, которые были в составе Советского Союза тогда, получили статус союзных республик. 15 республикам добавлено было еще 20 автономных республик. И планировалось подписание нового союзного договора. Это должно было состояться 20 августа 1991 года. Был проведен референдум о единстве этого государства, этой территории, так, в марте 1991 года, кажется, дату сейчас не помню какого. Но, правда, некоторые республики не участвовали в этом, как и наша республика, но все равно был проведен этот референдум. И 20 августа должны были быть подписан этот договор о создании нового, значит, союзного государства, которое называлось Союз Советских Суверенных Республик, как
допустим, Штаты, или как, и там общая там выбиралась, должна была выбираться власть от всех республик, и так. Но против этого выступили люди, которые сидели тогда во власти, они даже Горбачили на его даче в Фаросе, сказали, что он болен. И таким образом там вот эти процессы происходили. В конечном итоге, когда они выступили вот с таким вот, ГГЧП назывался этим путчем, то народ, практически все народы выступили. Это в Москве было массовое движение, хотя были введены войска, выступили против этого, значит, шага, который был, ну, значит, организован вот против тех, кто выступал этой идеи Горбачева. Выступили. Фактически народ победил. Но в этот момент один из таких вот деятелей, президент РСФСР тогдашний Горбачев, он тот же самый коммунист и имперец, он вроде бы взял на себя функцию после второго дня вот этого путча, когда он уже проигрывал, он взял на себя функцию, якобы он берет на себя управление всей этой страной, переподчинил своим указам все министерства Союза, и когда Горбачева уже как бы освободили, он фактически не пустил его в Кремль и лишил его, значит, власти. Он не имел права это делать, это не его власть было, народ победил там этот ГГЧП, он должен был, он его на себя перезамкнул, это не пустил его и объявил о том, что, значит, мы там сейчас развалим этот Совет Союз, разойтись, чтобы затем сойтись. Почему? Потому что все эти республики, которые он переподчинил себе министерств, не собирались подчиняться ему, и в Совете Союза может быть внутренний хаос, противостояние. И он тогда пошел разойтись, чтобы затем сойтись. И вот когда этот процесс пошел, он должен был быть, если разойтиться, идти по закону, как было заложено. То есть Советский Союз должен был оставаться до того момента, пока остается еще две республики. А те, кто хотят, мол, должны были выходить. Нет, это они взяли под свой контроль и начали процесс развала. Тогда из Советского Союза вышли все бывшие, первые бывшие 15 республик. Правда, из этих республики были признаны независимым государством Советским Союзом, то есть 12 республик. И 13-я тогда среди этих республик была и наша республика, Чеченская республика, которая приняла все эти законы, тогда будучи Советский Союз, так, и, значит, приняли в соответствии с этим, и мы не входили никакие там, значит, формы государств. Мы успели тогда, не то, что успели, а создали все условия, значит, приняли, значит, законы, значит, провели выборы власти, президента, парламента, орган местного управления. У нас президент и парламент, кабинет министров, они все действовали на территории нашей республики, действовали. И значит, республика жила в этом направлении. У нас форма своих паспортов, денежные знаки. То есть все шло вот то, как должно быть, как и во всем. Вот поэтому Чеченская республика уже тогда, еще будучи в Советском Союзе, мы сформировали свое государство. А вот с момента развала Советского Союза, который они развалили, с этого момента все, что было там в Советском Союзе, все эти законы исчезли. Мы оказались в международном правовом поле. И все эти даже республики, которые даже к этому и не делали того, что делали мы, чеченская республика, чеченский народ, они имели право на создание своего государства,
то есть совершив те же ходы, что сделали мы. Провести референдум, избрать свою власть, значит, наполнить все ее атрибутикой и определиться, какой путь они избирают. Мгм. Вот это, вот именно это определит свой путь, чеченский народ определит свой путь, как он будет существовать, приняв Конституцию 12 марта 1992 года как суверенное, независимое демократическое государство, которое было признано Грузией, о котором я сказал, 13 марта. Мы 12 марта приняли эту Конституцию, а 13 нас признала Грузия. Так вот, всем остальным республикам, которые были ранее в Советском Союзе и стали союзными, и имели право сделать то, что сделали чеченский народ, им вот запретили, не то что запретили, им противодействовали этим действиям Ельцин и его окружение. Потому что еще на всех должностях в этих республиках пока еще сидели, незаконно сидели первые секретари коммунистических, значит, партий, которые были в Советском Союзе. Они должны были давно быть смещены со своих постов. Они взяли, с ними подписали этот федеративный договор, смотрите, 31 марта. Через 2-3 недели они только начали формировать эту Российскую Федерацию России. И таким образом, формировав эту Россию незаконным образом, они еще там в этом своем внутреннем там содержании столкнулись с Верховным Советом РСФСР, расстреляли его, убрали все эти законы, все, что было против, приняли незаконным образом путем опроса населения, приняли Конституцию, которую сегодня некоторые политические деятели Запада, ну, российские, об этом умалчивают. Они умалчивают, они считают, что это было как будто бы закон. Нет, это было незаконно. Почему незаконно? Потому что они, во-первых, не имели права создавать таким образом эту Российскую Федерацию Россию, потому что все эти народы вышли из Советского Союза, они должны были сами определить, что им делать, а они их втянули. Так вот, они после этого в декабре приняли новую конституцию, расстреляв свой Верховный Совет, и после этого в эту новую свою конституцию незаконно вписали как часть России Чеченская республика. И наша республика, да, переименовала себя Чеченская республика Ичкерия. Вот коротко то, что я могу сказать. Конечно, это дальше продолжать. Вот такой процесс незаконно был. Незаконный процесс образования Российской Федерации России. И если идти по праву, чтобы, как ты говоришь, комар носу не подточил. Как они сейчас вписали Крым, как они Запорожье вписали, тоже незаконно. Вот так же и нас вписали. Они делали это и против нас, но мы это дело, значит, на это не шли. И тогда они уже на нас пошли войной, назвав это наведение конституционного порядка на территории России в Чечне. То есть как будто мы часть России. То есть это не война, а внутреннее дело. Понимаете? Вот. А на самом деле вот что произошло. И мы испытали на себе 5 агрессий. 5 агрессий. И в 4 мы одержали победу этой армии. А в 5 уже, когда они начали вот этот обстрел нас, как они сегодня делают в Украине, они бомбили нас, стреляли ракетами, бомбили, штурмовали со всех сторон. Ну, я уже это говорил в самом начале. Весь мир помогал когда. Мгм. Да, да. Вот такая ситуация. Весь мир помогал. Спасибо, Аят. Здесь вот на вопрос задает Мухаммад. Аят. Из-за нападения на Финляндию СССР был исключен из Лиги наций. Да. Подобно тому событию, почему ООН не исключит РФ из ООН и Совета Безопасности? Но сегодня не настало это время. Сегодня надо решать вопрос с этой агрессией, которая сегодня, значит, совершает это Кремль нынешний, так? Надо здесь после этого, видимо, будут вот эти преобразования.
Мы уже сами и дальнейшее существование и дальнейшее пребывание в этом международном, значит, органе, скажем, ООН и в Совете Безопасности, это уже опасно для всего мира. Вот я думаю, что это будет потом. Вот к этому это должно и прийти. Сейчас еще один тут вопрос был, потом я свой задам. Здравствуйте, говорит Евгений Шульт. Только зашел на ваш стрим. Есть выражение, что чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Как вы думаете, может ли развалиться Россия? Если нет, то какой худший вариант может произойти? Ну, я тебе сейчас говорил о развале России. А развалиться-то она может, но там может возникнуть хаос, так? Споры, потому Революция. что М. внутри. Мгм. Потому что там в этой России заложены, значит, мины замедленного действия. Они заключают в том, что вот, допустим, территория одной там республики, так, она захвачена, передана другим народам, так. И вот они начнут спорить за это обязательно, потому что вот там и на Северном Кавказе это проблема есть, и по всей самой России, там везде там территории, которые были, допустим, образно я говорю, одной какой-то республики, но я имею в виду земли, так, переданы и обозначены, как будто она сейчас другая. Они все время думают о том, чтобы это вернуть. Поэтому, чтобы этого не было, видимо, скорее всего, этот развал России, он должен быть сегодня невыгоден, скажем, остальному миру и Западу, потому что там находятся атомные эти боеголовки до 1000 штук или более, так? И это может попасть тогда этим людям в руки, и они могут еще и применить вот этого опасения. Вот здесь вот такая вот ситуация, желание того, чтобы она развалилась, нет, а есть желание того, чтобы они каким-то мирным способом или договорным способом эти вопросы решали. Мгм. Вот это такое. Спасибо, спасибо, Аят. И, Аят, еще один вопрос, который я хотел бы задать. Европа помогает, Германия начала активно помогать, Франция помогает, многие страны помогают сейчас Украине, но украинцы гибнут, каждый день тают силы, каждый день гибнут лучшие из лучших сынов и дочерей Украины. И да, есть добровольцы, как мы знаем, которые отсюда, с Европы, где-то там появляются. Почему ЕС не вступает в войну, АЭС? Почему они, понимая, что если падет Украина, тогда же им придется нести все это бремя этой войны. И ведь Европа была соучастником того, чтобы Путин стал тем Путиным, и с Крымом мы помним, да, и Ичкерию мы помним, и Грузию мы помним, хотя Грузии тогда немножко помогли французы, но все же. Почему не вступают эти страны в войну и по-взрослому, по-настоящему не ввязываются в это дело? Ну, во-первых, международное право не позволяет, с одной стороны, значит, есть принцип Хельсинки, принцип 1975 года, где было всем так, все страны мира согласились в том, что никто не имеет права изменять границу любого государства с внешней стороны, с внешней. Мгм. Вот этим занимается Россия. Но она, видите, как я говорю, под прикрытием, что это так, то это так. Если, допустим, они, другие страны сейчас вторгнут сюда, то это тоже может быть рассматриваемо как попытка изменить ее границы. Ведь подписано было, этот принцип был подписан в 1975 году, и его никто не отменял. И вот эти действия, которые сегодня совершает Кремль, это грубое попрание этого принципа, и они не хотят быть соучастниками в этом, но они помогают в той мере, которую можно защищающей стороне, зная, что они правы, и пытается этот вопрос решить мирным способом. А если они вступят, то это будет
собственно говоря, мировая война. И для России, и для всех это будет хуже. Они пытаются пока решить этот вопрос, ну, так скажем, относительно мирным способом. Вот поэтому они не вступают. И если они начнут, то они уже должны организованно вести военные действия на территории, скажем, против этой России, и помогая Украине, все должны объединиться и биться с ней. И тогда это может быть коллапс мировой, значит, атомное оружие, все применяться будет. Вот этого описания в мире, в первую очередь, насколько я понимаю. Ну, а не выдуман ли этот страх, Аят? Говорили, что там Россия нанесет удар, если кто-то там танки даст, если кто-то там самолеты даст. Если вы пересечете границу хоть одним шажком, мы сразу же сотрем весь мир в труху. Сейчас, когда атакамс передадут, Путин отдельно сделал объявление, сказал, только попробуйте, дайте им дальнобойные эти ракеты, и мы вас в труху. А сейчас сидит в бункере и визжит там что-то. Может, выдуманы эти страхи? Нет у них возможности? Он это говорит, чтобы, понимая, что здесь западные страны, и на Западе, другие страны, которые благополучно имеют тысячелетия свои государства, да, ну, сотни лет, они не очень хотят все это из-за глупости Путина все это терять. И потом неизвестно во все, что это превратится, так? Мгм. И поэтому, я так думаю, его угрозы, они воспринимаются, ну, как бы там вот угрозы бывают, хоть от любой стороны, Мгм. но власти, которые здесь есть, вот на Западе, ведь они обычно сколько лет, вот 4-5 лет максимум, да, а потом их снова переизбирают. А эти сидят диктаторы, ну, десятилетиями, Вечно. М. вечно, собственно. Поэтому у них вот это, в этом смысле у них рассуждение разное. А здесь власти — это народные власти. Хорошие они или плохие — это другой вопрос, так? В любой стране на Западе где-то лучше, где-то хуже, но зато всегда их избирает, каждые 4-5 лет избирает, скажем, народ этой страны. И поэтому здесь вот отношение к этому, мне кажется, что вот здесь на Западе вот он 5 лет отсидел, так, и дальше я не хочу, чтобы это военная была. Ну, такое вот рассуждение, как кажется мне, вот так вот у них. И, конечно, есть у них такое цельное, такое, ну, скажем, коллективное мнение, где они собираются, обсуждают. Конечно, на Западе это есть в каждой стране, да, и в общем, вот есть, вы знаете, Европейский Союз, все они там обсуждают. Но все равно эти страхи, эти запугивания Путина, они уже не играют никакой, собственно, роли. И сейчас он уже не знает, что дальше делать, Путин, так. И вот эти свои ракеты стал запускать. Ну да, посмотрим. Вряд ли он что-то в этом плане на это решится, потому что он понимает, что это будет в первую очередь удар по нему, физически по нему, именно где он есть, где он ходит, что он делает. Они прекрасно знают, в каком он бункере сидит, куда он уезжает. Они же знают это все. Сейчас невозможно человека даже спрятать. Они там по разным его генетическим с этим свойством, которые есть, они могут определить, где он находится. Вот такая ситуация. Потом вот показывают, здесь есть любые у них ракеты, у американцев, даже в Швеции, Германии, которые пробивают любой бункер на любую глубину. Да, да. Она пробивает, сидит, ракета пробивает первую там 10-15 метров бетон, потом внутри сидит еще одна, а мне еще одна. То есть они могут пробить что угодно. Так что здесь ситуация, они прекрасно все это знают. Ну, просто запугивают, пытаются запугать общественное мнение, и чтобы это было давление на эти страны, на власти. Вот что. И Мгм. хотят, чтобы своими действиями привести в состояние усталости. Знаете, народ устает,
здесь идет разговор, вот там цены здесь повышаются на товары, на продукты. Мол, это из-за войны в Украине, это, мол, Украина, как будто бы Украина напала на Россию. Вот я слышу иногда эти разговоры. Ну, а о том, что Россия, мол, они уже вообще со счетов списали, а понятно, что Россия такая, но это из-за Украины и все такое. Такие тоже возраст, вот эта усталость тоже нужна, скажем, Кремлю. Они же наблюдают за общественным мнением, высказыванием. Это все есть. Мгм. Вот так мне. Баркалая, спасибо. Так, еще был вопрос. Аят, по моему мнению, Китаю тоже выгодна война РФ с Украиной. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, не знаю, Китай, насколько это выгодно. Мгм. Китай имеет все свои, как говорится, преимущества в этом вопросе. Дело в том, что, насколько я понимаю, Китай настроен не на военные действия, в принципе, да, а он настроен на экономическое развитие, на научно-техническое развитие. Смотрите, как он сильно вот за последние 20-30 лет развился. И он свои вот эти все технологии, он это везде как-то, значит, проникает, имея вот эти свои возможности, и война ему, наоборот, невыгодна. Мне кажется так. Мгм. Пытается вот проложить какой-то там подземный или подводный этот поезд между Америкой и Китаем. Помните, был такой проект, в котором можно было сесть в Китае и за час уже будет в Соединенных Штатах Америки. Вот такие. Или другие проекты, Шелковый путь, другой. За счет этого они хотят вообще в мире. А военные действия империя сейчас вот пытается сделать, хотя там диктаторский режим путинский, да, то есть там управляет, вот сидит коммунистическая партия, управляет всем этим. Но в то же время они позволили и вот частному бизнесу развиваться. Того, что не было в Советском Союзе. И вот Китай, имея такую вот историю, трехтысячную историю государственности, Мгм. они сейчас вот приняли на основе всего этого свой путь развития. И война им, по-моему, сейчас выгодна, насколько я понимаю. Не А выгодно. если там невыгодно, да. А это, ну, я имею в виду война, чтобы она вступила в войну, вот, чтобы Китай сам вступил. Мгм. А дня России там воюют, другие воюют. Она в это вмешиваться напрямую вряд ли будет, хотя, может, из этого она себе выгоду будет искать, как сегодня они ищут выгоду, они получают нефть по очень низкой цене и другие все природные ископаемые во много раз, которые, а этот ему взамен дает, ну, то, что он просит, я так понимаю. Но напрямую в военное действие вряд ли Китай вступит, мне так кажется. Мгм. Благодарю. Путина убьют свои. Возможно такое, Аят? Но это бывало очень часто. Вот Сталин тоже убили, как вот говорят, и других убивают там, и Ленина в том числе, видимо, так. Ну, я думаю, ну, мы это знаем истории. Они могут убить и по разным причинам могут убить. Он уже, ну, стал как-то, ну, посмотрим, что будет, не знаю сейчас. Могут, в принципе, это могут. Здесь это борьба за власть, это и разные другие причины. Могут, конечно. Мгм. Так. Ну, в принципе, больше вопросов нет. А я предлагаю завершить на все. Я уже 100 минут, ты чуть поменьше. Давай, Спасибо, хорошо. Аят. Было интересно. Хорошо, что подключился. Было очень интересно. Завтра, если хочешь, можем еще и завтра сделать, как по Да, плану. Видео. Если что, анонс вы увидите, друзья. Всем да. спасибо. Спасибо, кто писал комментарии, смотрел, поддерживал. И всего хорошего. Аят, отдельно огромным баркал тебе. Дерей свой ног. Спасибо всем. Спасибо. Всего Аликевич. хорошего. Адик, далее. Всего хорошего. До свидания.